Начинается рефлексия. Мы должны и можем высказаться о результатах, об итогах нашего сегодняшнего первого дня работы самосбора. Так, кто желает? Да-да-да. С Тамарой ходим парой. Можно? Конечно. Работаем сообща, да. Рефлексируем сообща. В общем, я очень рада, что познакомилась здесь с коллегами вживую. Одно дело смотреть программу и не видеть человека, да, живое общение его никогда ничем не заменишь. Поэтому спасибо организаторам, спасибо участникам, спасибо за такое живое общение и обмен опытом. Да. Я тоже слышала о таком самосборе, еще подумала, как вообще сюда попасть когда-то. Вот. Посчастливилась. И вообще очень много интересных идей, которые я так для себя взяла в закарман. Да, спасибо вам всем. Спасибо. Так, есть еще желающие взять микрофон? Пожалуйста. Так, Илья Иванович, вы будете у меня ассистента, пожалуйста? Ассистентом? Ассистент номер один. И, Я можно на себя снимать? так, и Еще вопрос от опоздавших. Да. Вот завтра только больше большие изменения. Давайте я расскажу о программе завтрашнего дня, Давай. потом мы продолжим то, что вот Константин задел. Да. Значит, что нас ждет завтра? Во-первых, с утра мы уже с вами, Вячеслав Алексеевич объявил, что будет проходить всероссийский вебинар, посвященный новой образовательной платформе «Новая школа». Там в два этапа. Первый сеанс, первая серия состоится с 8 утра, а вторая с 12, да, по-моему, Вячеслав Алексеевич? То есть, если вы на 8 считаете там или не попадаете по каким-то причинам, то можно посмотреть в 12 часов. Но я думаю, что мы сделаем еще и запись, и этот семинар тоже, вебинар покажем, ну, прицепим к нашему сайту, чтобы можно было посмотреть. Я так думаю, что нас ждет вот это еще одна из платформ, которую нам придется осваивать в ближайшее время. Я думаю, что даже в ближайшие полгода мы будем вынуждены с ней знакомиться, и часть образовательных учреждений уже перейдет на эту платформу. Теперь дальше что? Дальше я приглашаю вас всех принять в экскурсии на факультет технологий Сыктывкарского университета, значит, там, где готовят учителей технологий. Там достаточно интересная сейчас база. Можно посмотреть вот те лаборатории, которые на сегодняшний день уже есть. Там 4 очень современных лаборатории. Прежде всего, это виртуальная реальность. Можно прямо вот ощутить себя на краю пропасти, там и разные другие эффекты, прыгнуть с парашюта, и все это будет как бы вот, виртуально ощущаться вами. Если вы не боитесь, можете этот эксперимент над собой провести. Там же будут лазерные установки, современные станки, то есть вы увидите, как готовят наших учителей технологии вот на этой базе. Экскурсия предполагается в течение часа, ну, может быть, час 20 максимум. После этого мы переходим в здание Сыктывкарского университета, который за Пармой находится. Это Старовского, 55 адрес, значит, дом научной коллаборации имени Витязевой. Речь идет о детском проектном центре, который в университете создан 2 года назад. Нас там приглашают в гости посмотреть, во-первых, их базу, во-вторых, ну, некий мастер-класс провести, посвященный программированию робототехники.